Здравствуйте, дорогие наши слушатели! Национальная библиотека Чувашской Республики тепло приветствует любителей и также ценителей национальной музыки. Мы продолжаем цикл открытых публичных лекций в рамках арт-класса «Простой язык искусства». И сегодня, друзья мои, мы отправимся в увлекательное путешествие по волнам чувашской камерной музыки. Поближе познакомимся с чувашским романсом, прикоснемся к творчеству ярких представителей данного жанра. У меня на руках необычный журнал под названием «Этническая культура», международный научный журнал. Учредителем данного журнала является Чувашский государственный институт культуры и искусств и издательский дом «Среда». В данном журнале и также в других источниках, это вот, например, «Культура и искусство», «Традиции и современность», это материалы международной очно-заочной научно-практической конференции 2012 года, выпущенная в 2012 году, и также еще один сборник «Университетское музыкальное образование», выпущенное Чувашским государственным университетом. И в данных сборниках Алисой Леонидовной Агаковой, доцентом Института культуры, опубликована статья под названием «Этнокультурный подход к формированию музыкально-педагогического репертуара на примере вокальной лирики чувашских композиторов». Самобытность чувашской музыкальной культуры ярко проявилась в вокально-хоровых сочинениях чувашских композиторов. И в своей статье автор ставит целью описание романса как феномена чувашской музыки. К жанру романса обращались и обращаются многие наши чувашские композиторы. И в фондах нашей национальной библиотеки хранятся многие документы. Это источники мультимедийные, грампластинки, и также книжные и нотные издания с романсами чувашских композиторов. Вот я хочу вам показать камерные произведения чувашских композиторов, бесценный такой раритетный материал, грампластинка. И, конечно же, я уже только говорила, это нотные издания наших чувашских композиторов, Олимпиады Агаковой, Орлова Шузьма, я буду просто авторов перечислять, Геннадия Воробьева, и еще Олимпиада Агакова, тоже много изданий, Филиппа Лукина, Григория Хирбио, Анчикова, Аверия Токарева и очень-очень многих других источников, куда включены романсы чувашских композиторов. Тема сегодняшней лекции – это чувашский романс. И поведет нам волшебный мир романса доцент, она у нас всегда частый гость в нашей библиотеке, доцент Чувашского государственного института культуры и искусств, заслуженная артистка Чувашской Республики Алиса Леонидовна Агакова. Я вот сейчас хочу еще отметить, вот вчера у нас только была конференция, научно-практическая конференция, которая проходила в Чувашском государственном институте культуры и искусств, и под названием «Традиционные инновационные технологии преподавания предметов академического искусства». И Алиса Леонидовна там прочитала лекцию необычную под названием «Сохранение и развитие традиций чувашского романса». Наш сегодняшний лектор Алиса Леонидовна, которая продвигает нашу национальную песенную культуру, и она поощрена этой благодарностью. Спасибо вам огромное за ваши научные труды, Алиса Леонидовна. И теперь мы послушаем ваш доклад. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые слушатели. Добрый день, Вера Севастьяновна. Спасибо за приглашение. И я хочу рассказать о таком жанре, как романс, и именно романс чувашских композиторов. Меня эта тема заинтересовала очень давно. Буквально вот уже прошло лет 20 назад, как я впервые собрала различные именно романсы и была организатором
концерта, который был впервые, прозвучал в истории чувашской музыки в Чувашском государственном художественном музее. И я хочу выразить благодарность председателю Союза композиторов Чувашии Александру Васильеву, которого с нами нет. И вот эта благодарность его очень вдохновила меня. И он понял и написал, что это очень нужно, это очень важно. И концерт был встречен с огромным интересом, получил общественный резонанс и был освещен прессой и телевидением. И вот на этом концерте, как написали в газетах, были отзывы в прессе, изумительные по красоте и разнообразию настроений чувашские романсы Воробьева, Хирбю, Орлова-Шузин, Фандеева, Ларисы Баренковой, Олимпиады Агаковой были исполнены солистами Чувашского театра и филармонии. Этот жанр достаточно редок и требует мастерства, требует интеллекта исполнения, требует культуры исполнения. Поэтому не каждый может исполнить эти романсы, но наши певцы, наши артисты с энтузиазмом, с культурой исполнения исполняли и продолжают исполнять романсы композиторов Чувашии. Творческое наследие деятелей культуры и искусств, основанное на традициях, насыщенно, разнообразно и достойно дополняет палитру произведений, созданных в России. И в продолжение вот этой темы, уникального жанра такого, как романс, я хочу сказать, что истоки, сами истоки вокальной музыки в нашем народе очень глубокие, потому что народ обожествлял песню, это было в традициях, считал ее посланием богам, связывал звучание музыки с природой. Песни непременно звучали на языческих и христианских праздниках. Без нее не обходились различные обряды и праздники. Люди радуются, и песни радуются. Люди печалятся, и песня грустит. Музыка народа, созданная народом, можно ее считать возвышенной, духовной. Мелодии просветленные, обладают таким национальным колоритом. В песнях можно услышать пение птиц, журчание ручья, легкий ветерок. Также они обогащены гармонией мироздания, разумом, мудростью, оптимизмом, благородными порывами души и проявлениями человеческого характера. Шапча каяк полатом, шапча каяк полат. И вот эти истоки очень важны в значении, в сочинениях композиторов. Без них, наверное, было бы трудно от чего-то оттолкнуться, от настроения, от самого лада, от этих эмоций. Затем вот в XX веке все это и воплотилось в жанре романса. Музыка до сегодняшнего дня хранит традиции, идущие
от мировоззрения и характера народа. Это лад пентатоника, часто взаимодействующий с диатоническим звукорядом. Темы песен выразительные, они обладают особенной характерной линией чувашского мелоса и также характерны и ритмические обороты. И еще раз я повторяю, что напевность исконно присуща чувашскому народу. Там и добродушный юмор, и склонность к философским размышлениям, и, конечно, восхищение и слияние с природой. В XX веке традиции, идущие от городского романса, от романсов русских композиторов, зарубежных композиторов, классиков, продолжили, чувашские композиторы не могли пройти мимо этого жанра и продолжили эту тему именно в XX веке. Впервые этот жанр, творчески переосмысленный, стал развиваться и у композиторов Чувашии. Обращение к поэзии Пушкина, Лермонтова, к лучшим образцам поэзии чувашских поэтов композиторы искали выражение человеческих чувств и мыслей. Ведь романс может быть самый сокровенный жанр, раскрывающий и обнажающий душу автора. Что такое романс? Виктор Асафьев так пишет о нем. Романс – это усложненный вид комнатной салонной песни, более интимный, отзывчивый в передаче тончайших оттенков психики, личных, душевных настроений. Они пишутся на разнообразные стихотворения, но главной целью бывает стремление выразить с большей чуткостью замысел поэта. Нужно отметить равноправную роль партии фортепиано, ее единство с вокальной партией, святая святых романса. И сказать о форме. Форма романса может быть разнообразной, и лирической, и в танцевальных ритмах, и романс-монолог. Песня, также песня вот на грани с романсом, может, куплетная форма, может иметь форму элегии, баллады, баркаролы, серенады. Также характерна образная палитра исполнения. Очень важно раскрыть вот эту яркость образов, романтическую сущность. Обычно преобладает лирический, сентиментальный характер, но может быть и философским, и сатирическим, публицистического и социального содержания. А теперь я вот также и хочу вернуться к композиторам Чувашии. Я еще добавлю, что обязательно в исполнении нужно понять эмоционально-образную атмосферу стиха, а также необходимый принцип исполнения, утонченность и возвышенность высказывания. Необходимо отметить, что в романсах композиторов Чувашии национальные черты органично переплетаются с классическими, а фольклорные мотивы выразительности преломляются сквозь призму художественной выразительности. То есть это мастерство, профессионализм композиторов высочайший в сочинении романсов. Начиная с нашего основоположника музыки Геннадия Воробьева и далее композитор Филипп Лукин,
Григорий Хербю, Григорий Анчиков, Виктор Ходяшев, Аверий Токарев. Они не могли пройти мимо сочинения этого жанра и создали прекрасные романсы. Также и так называемое молодое поколение наших композиторов – это Лариса Баренкова, Юрий Григорьев, сочинили очень яркие произведения. И композитор, который не имеет высшего образования, но стоит в таком же ряду высокого профессионализма, культуры, таланта, это Олимпиада Агакова. Первоначально, по мнению музыковедов, музыковеда Илюхина, Геннадий Воробьев был признан основателем национального творчества композиторов и художником-новатором. Это было начало XX века. По мнению Илюхина, для высокоталантливого творчества композитора характерна отточенность, возвышенность мелодического рисунка с сохранением пентатонной окраски. И он впервые в национальной музыке сочинил романсы с переводом на слова Пушкина, перевод Хузангая, опираясь на каноны классицизма, где роль фортепианной партии очень значительна, как и образный эмоциональный строй и выразительность ее разнообразных компонентов. Бурлящие 32-е, оркестровое звучание аккордов. Сочинены много патриотической музыки, начиная с начала XX века. И практически каждый из композиторов этих и писал музыку, и песни с патриотическим содержанием. Но и еще раз я хочу повторить, что не мог пройти мимо вот таких интимных, камерных, глубоко затрагивающих внутренний мир романсов. Например, Филипп Миронович Лукин. Его творчество состоит в основном из вокально-хоровых сочинений. Они вошли и в музыкальную летопись Чувашии и России. Особенно ярко проявляется в его сочинении лирическое настроение и слияние и воплощение красоты души и природы. Но и такие песни, романсы, которых можно причислить как раз такому песенному вокальному жанру на тонкой грани с романсом. Это «Воспоминания», «Весенний вечер», «Сирень», «Калина красная». Они отличаются искренностью высказывания, задушевностью. Партия фортепиано достаточно проста, преобладает аккордовое изложение, которое подчеркивает пентатонный лад чувашской мелодики, но она гармонично сочетается с широким мелодическим дыханием. Чаще всего партия в несколько обогащенном виде дублирует мелодию. Хочу рассказать о произведениях, о романсах Виктора Ходяшева, которые значительно обогатили чувашскую камерную музыку. Их отличает высокая профессиональная культура, любовь к совершенству и красоте. Наиболее большую популярность получил вокальный цикл романсов на слова Хузангая «Город мой родной». Я еще раз хочу показать этот сборник. Он опубликован
всесоюзном издательстве «Советский композитор» в Москве в 1973 году. Записан на Всесоюзном радио в исполнении заслуженного артиста России Петра Заломного. Конечно, вот этот вокальный цикл, лично мое мнение, что это просто шедевральный такой сборник, и эта музыка действительно настолько уникальна, настолько прекрасна, фортепианная мелодия, потом вот эти фортепианные изложения, все это гармонирует, все это в ансамбле, гармонирует вокальная линия с фортепианной линией, журчание ручья. В небе ласточки летают. Далее следующий цикл, следующая песня. Все эти вот романсы, я хочу сказать, что я исполняла, неоднократно тоже записывали мы и исполняли с разными вокалистами, например, «Я плыл по Волге к Шубашкару». Были разные вокалисты. Вот «В небе ласточки летают», например, это с Тамарой Супониной, заслуженной артисткой тоже. То есть все это записано было в свое время на радио и телевидении, и я считаю, что вот это все продолжает жить, и нужно исполнять, играть. И вот моя последняя статья как раз о том, что романсы должны быть включены в вокально-педагогический репертуар студентов, вокалистов, разных учебных, хоть среднего звена, хоть высшего звена. Все это помогает их раскрытию их потенциала, их духовному миру. И действительно, каждый из романсов, вот каждый практически наша вот эта музыка романсовая, это настоящие жемчужины сочинений. И они стоят в одном ряду, я не побоюсь сказать, в одном ряду с композиторами, с лучшими композиторами России, зарубежными композиторами. Вот такой прекрасный высокий уровень. Тоже сборник издан, ну это уже в Чебоксарах, Орлов-Шузин. Вокальная музыка, классика чувашской музыки Григория Хирбю наполнена напевностью, сердечностью, отличается лиризмом и благородством высказывания, глубоким раскрытием поэтического образа, что ярко отражается в характере сочинения, разнообразии формы. К лучшим произведениям композитора могут быть отнесены такие романсы, как «Чувашская серенада», «Колыбельная», «Первая любовь», цикл «Я верю в тебя», романс на тему чувашской народной песни «Лети, лети, кукушка». Вот сейчас я хотела бы показать ноты Григория Хирбю «Завещание». Это уже такие раритетные ноты. Мне в свое время подарил эти ноты, мы с ним исполняли, заслуженный артист Чувашии Алексей Васильевич Ковалев. И Хирбю пишет: Алексею Васильевичу Ковалеву, лучшему исполнителю моих произведений, Григорий Хирбю. Это 1970 год. Я записала вот на этой пластинке, которую показала Вера Себастьяновна, фирма «Мелодия», вот этот романс-монолог «Завещание».
заслуженным с народным артистом Чувашии Валерием Ивановым для фонда Всесоюзного радио. Это завещание, я считаю, на слова Сеспеля просто шедевром музыки. И я как хочу повторить, не только в Чувашии, но и в России стоит в одном ряду с композиторами, лучшими композиторами России. Это завещание. Вы знаете, когда играешь партию фортепиано, и когда это исполняется, ну, просто вот действительно вот какие-то вот настолько слияние музыки и стиха в этом завещании. Пусть с могилы будет виден край родимый мой, и раскинется пред преувеличением сказать, что романсы другого чувашского композитора Григория Анчикова – одна из лучших сторон чувашской лирики. Для него характерна серьезность замысла, продуманность в выборе выразительных чувств, душевная открытость выражения чувств и настроений, мягкий и благородный тон высказывания, особое внимание к поэтическому слову, стремление выстроить в малом жанре интонационную драматургию, передать музыке динамику и эмоции. Его вокальное творчество по своей сути национально, но при этом сохраняет тесную связь с русской классической вокальной музыкой. Когда он делал и приезжал, Григорий Анчиков, в Чебоксары, свою жизнь он прожил в Белоруссии, но всегда сочинял и был душой, и в его музыке это ярко выражено, любви к Чувашии, к чувашской музыке. Я тогда как раз играла его авторские концерты, и вот эти ноты, которые в то время он играл, мы исполняли на концертах, вот его записи, его композиторские ноты авторские, они хранятся у меня. И, конечно, их надо издать. И у нас сейчас такая цель, мы говорили в институте с ведущими научными сотрудниками, и они тоже поддержат эту цель, сделать сборник в институте музыки Григория Анчикова. «Легенда». А вот она тоже есть на этой пластинке. «Сана», «Ачтай-Зир» на словах Узангая. Я считаю, что это его музыка настолько достойна, и надо ее обязательно переиздать, чтобы она была в репертуаре студентов и исполнителей камерной музыки. Песни и романсы Олимпиады Агаковой называют жемчужинами вокальной лирики композиторов Чувашии. Ее неугасимый талант выражен, как они писали во многих статьях, в рецензиях, бесконечной музыкальности. Избирательный выбор поэзии, отношение к слову, образу, выразительность вокальной речи,
в которой и красота страстного чувства, и романтичность, задушевность, лиризм – это основные принципы ее творчества. Композитор использует разные жанры, от песни и колыбельной до авторской песни и, конечно, яркого драматического романса в форме такой оперной арии с развернутой классической партией фортепиано, напоминающей письмо Сергея Рахманинова. Такие романсы, как «Прощание», «Я хочу повсюду быть с тобою», «Только сердце оставь», «Тропинка», «Не спеши, возлюбленный» достойно пополняет репертуар и в учебном процессе, и в концертных выступлениях певцов на различных мероприятиях. Также вот у меня есть вот ее, например, авторские такие ноты тоже хранятся, тоже посвященные. Вот здесь посвящено Лисицыной от автора. Вот. Далее вот такие уже, еще раз хочу показать эти сборники, которые очень любимы народом. И здесь такие романсы «Только сердце оставь», «У реченьки глубокой», или такой яркий драматический романс, который мы тоже исполняли неоднократно, «Прощание». Хочу показать еще раз вот такой сборник о Вере Токарева. Романсы, песни, хоровые издания. И сейчас один из романсов прозвучал на фестивале музыки Чуваши в оперном театре, и исполняла его внучка Веры Токарева, Софья Токарева. Хочу сказать и о творчестве уже более молодых композиторов, то есть, как их называют, уже третье поколение. Это Лариса Баренкова, Юрий Григорий, Лолита Чекушкина, Андрей Галкин. Они также продолжают традиции композиторов-классиков искусства, сочиняя вокальные произведения в форме романса. Форма вокальной музыки, которая является своеобразным дневником ярких впечатлений, душевной исповедью. Надо сказать, что эти композиторы свободно владеют музыкальным материалом и средствами его развития и создают произведения глубоко личностного характера. А здесь я хочу провести вот такую цитату о творчестве Ларисы Баренковой, а цитата это Марины Цветаевой. «Душа под музыку странствует, странствует, изменяется. Вся моя жизнь под музыку», писала Марина Цветаева. Этого принципа придерживается в своем творчестве и Баренкова. Поиски живого современного языка, чуткое отношение к интонации, синтез разнообразных стилевых источников, от национального мелоса до классической музыки. Композитор использует и джазовые, и эстрадные ритмы, элементы авангардного искусства. Вокальная музыка Ларисы Баренковой написана в свободной форме. У нее нет вот таких канонов, нужно так, вот такая форма или определенная песня. То есть у нее форма, она всегда экспериментирует. Но ей, конечно, присущи очень
красивая изложенность, такая отточенность нюансов, динамики. В таких вокальных сочинениях, как «Годы», «Мир любви», «Ты уехал далеко», «Цветок обмана» и романс на социальную такую тему, вот социальный романс – это «Нищие». Раскрывается сложная, глубокая натура композитора, которая всегда находится в движении, в развитии. И вот этот романс «Годы» сейчас, по-моему, многие уже исполняют. Ну, это тоже вот она мне когда-то подарила, это все написано от ее руки, «Годы». Ну, я хочу сказать, что «Годы» – это мой любимый, один из любимых романсов. Я его очень много раз исполняла на концертах. И считаю, что здесь такая философия, такая гармония и грусть на слова Владимира Плеханова. Жизни были разные невзгоды, много их пришлось мне потерять. Годы счастья, веселья, годы. Романс в чувашской музыкальной культуре – это особый жанр национальной вокальной музыки, который раскрывает тонкие движения человеческой души, драматические аспекты любовных коллизий. Каждое поколение чувашских композиторов в романсовом творчестве приходило со своим кругом художественных образов, развитием выразительных средств, определенной формы. Жанр романса и по настоящее время продолжает привлекать композиторов возможностью глубоко и искренне раскрывать тончайшие оттенки чувств и эмоций, возвышенностью образного строя, поэтической содержательностью. И мы будем ждать новых романсов от наших композиторов, от молодых композиторов, от еще которые и совсем юные. И они, я надеюсь, что достойно также мы будем их исполнять, и они также обогатят нашу чувашскую камерную вокальную музыку.